Рядовое ожидание или экстремально опасные испытания. Как выживают жители поселков в суровые морозы в ожидании автобусов и принимают ли меры АТП. Повысить доверие населения к полиции. Сотрудники центрального аппарата проводят встречи со студентами республики. Ностальгия для одних и неизведанный мир для других. В лицее номер 9 работает выставка «Назад в СССР». А теперь об этом и другом более подробно. В эфире выпуск новостей, в студии Лиана Кириллова. Здравствуйте. Сковавшие город морозы не ослабляют ледяную хватку на протяжении последних 2 недель. Подобные погодные условия служат серьезным испытанием как для коммунальных служб города, так и рядовых сибайцев. Особенно негативно низкие показатели термометра сказываются на жизни жителей поселков-спутников, которым в силу отдаленности от города приходится проводить время на остановках в ожидании автобуса. Для улучшения ситуации Сибайское автотранспортное предприятие предпринимает меры по сокращению интервалов движения общественного транспорта в данных направлениях. Средний интервал движения автобуса в межпиковые часы по 7-му маршруту поселок Ракаим составляет порядка 30 минут. В ситуации, когда столбик термометра опускается до среднесуточных показателей в минус 25 градусов, такое времяпрепровождение на пятачке остановочного павильона превращается в экстремально опасное испытание. В штатном режиме организация пассажироперевозок в данном направлении осуществляется ресурсами 2 рейсовых автобусов в обычное время и с привлечением 1 дополнительной единицы в часы пик. Суровые погодные прогнозы на первый месяц зимы заставили руководство Сибайского АТП изыскать меры по улучшению ситуации с общественным транспортом. Добавили еще 1 единицу, уже 2-ю неделю, 10 дополнительных рейсов. Как-то разгрузить, чтобы в такие морозы не стояли довольно долго пассажиры на остановках. И у нас на сегодняшний день получается, что именно по 7-му маршруту в утренние часы выделяются 4 единицы в час пик, затем работают 3. В такие морозы сходы случаются. Стараемся своевременно производить замену автобусов, резервные автобусы держим для выпуска на линию. В принципе, на сегодняшний день пока справляемся. Благодаря нововведениям интервал движения автобусов наиболее интенсивные часы составляет 15 минут. В межпиковое время прибытие транспорта на остановке происходит с периодичностью в те же 30 минут. Потому, планируя поездку в центр города, жителям периферийных районов имеет смысл точно сверяться с графиком движения общественного транспорта. Определенные изменения в штатном режиме работы предприятия намечены и на период новогодних праздников. Например, 19 января в православный праздник Крещения Господня будет организована перевозка пассажиров до городского пляжа реки Туяляс. Отдельный автобус будет выделен и на Рождество Христово. Ежегодно мы организовываем вывозку уже непосредственно от церкви. Выделяем когда 1, когда 2 единицы, но в этом году планируем, что 2 единицы автобусов выделим. Предварительно так, один, по 5-му маршруту пойдет автобус, 2-й по 7-му маршруту или по 11-му определимся. Там уже кондуктора будут у пассажиров спрашивать, куда удобно довезти, чтобы в позднее время суток могли уже довезти. В период новогодних каникул организация городских пассажироперевозок будет осуществляться по упрощенному графику. Руководство предприятия рекомендует обращаться за дополнительной информацией в диспетчерскую службу по номеру телефона 20006. Ринат Музафаров, Али Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. В стенах Сибайского филиала Башкирского государственного университета состоялась встреча студентов с представителями правоохранительных органов республики и города. На мероприятии была озвучена актуальная информация о работе аппарата МВД Башкортостана и отдела полиции Сибая. Тему продолжит Ирина Оренбургина. Напрямую задать интересующие вопросы представителям правоохранительных органов имели возможность студенты Сибайского института Башкирского государственного университета. В конференц-зале этого учебного заведения состоялась встреча с заместителем начальника управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Республики Башкортостан, полковником полиции Адусом Ягафаровым, временно исполняющим обязанности начальника полиции МВД России по городу Сибай капитаном полиции Раилем Байчуриным и старшим оперуполномоченным отделения госнаркоконтроля МВД России по городу Сибай капитаном полиции Тимуром Агасумовым. Подобного рода мероприятия в целях повышения эффективности образовательного процесса и информированности контингента обучающихся проводятся представителями Министерства внутренних дел регулярно. Мы периодически доводим
данную информацию до учебных заведений, до высших и средних специальных учебных заведений. Почему? Потому что, чтобы понимали о том, что происходит на сегодняшний день у нас в республике, какие меры принимаются правоохранительными органами в целях для борьбы с незаконным оборотом наркотиков, какая мера ответственности на сегодняшний день есть, какие последствия, понимаете? Но это та работа, которая, она построена уже давно правоохранительными органами. И эту работу мы продолжаем, она ежемесячно проходит. И цель основная – это, конечно же, доверие правоохранительных органов у населения, чтобы население понимало, что можно обращаться и нужно обращаться по любым вопросам правоохранительных органов, даже в случае, если вы узнали готовящихся, совершаемом преступлении, неважно, в сфере же незаконного оборота наркотиков или же в целом общеуголовно. Поэтому это основная задача заключается в том, чтобы проводить встречи по различным тематикам и общаться, отвечать на те вопросы, которые на сегодня складываются у населения. В рамках встречи студенты заслушали информацию о наркоситуации в регионе и городе, получили ответы на вопросы, касающиеся деятельности органов государственной и исполнительной власти, правоохранительных структур. Ирина Оренбургина, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Продолжаются контрольные собрания собственников жилья по районам города в рамках программы поддержки местных инициатив. Сибайский историко-краеведческий музей не остался в стороне и также примет участие в конкурсе проектов на государственное софинансирование, благодаря инициативе граждан, неравнодушных к состоянию культурного объекта, единственного в своем роде. Подробности у Екатерины Марочкиной. На днях прошло собрание собственников многоквартирных домов привокзального района города. На предварительных встречах секретариат собрания выделил основные приоритетные направления для участия в программе поддержки местных инициатив. За реализацию того или иного проекта горожане голосовали на итоговом собрании. Были предложены со стороны жильцов Горняков 51 вопросы, предложения, связанные со строительством детской площадки, также обустройство остановки. То есть это тоже как предложение было внесено. И со стороны музея было предложено частичная замена оконных проемов. По итогам встречи выяснилось, что в зале собрались люди, которым не безразлично состояние единственного городского музея. Замена оконных блоков в помещении станет не только эстетическим решением, но и будет отвечать всем современным нормам безопасности. Отметим, что городской музей ведет образовательную деятельность, и в стенах заведения часто занимаются школьники, изучая историю края, города, получают знания в сфере биологии. Активность горожан выражалась в предложениях нестандартных приемов софинансирования при возможности государственной поддержки, а также рассматривались варианты меценатства. Программа не ограничивает проект в количестве участников, и добровольные взносы возможны не только от собственников жилья многоквартирных домов данного микрорайона, но и от всех посетителей музея. На данный момент при поддержке социального блока городской администрации и муниципального отдела культуры такая возможность оформляется согласно всем нормативно-правовым положениям программы, а также в рамках российского законодательства. Екатерина Марочкина, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Сибай по праву считается культурным центром Зауралья. Здесь живут талантливые люди – поэты, художники, музыканты, ремесленники. Все они смогли проявить свой потенциал и принять участие в конкурсе «Сибай творческий». Итоги этого культурного состязания были подведены на днях. Подведение итогов конкурса «Сибай творческий» состоялось в многофункциональном комплексе Зауралья. В инициированном в рамках предвыборной кампании кандидата в депутаты Совета городского округа Дениса Назарова творческом конкурсе мог принять участие любой желающий, вне зависимости от возраста. За год более 70 горожан представили свои работы в номинациях проза, поэзия, живопись, исполнительское мастерство и народное творчество. Сегодня мы подвели итоги, вывели победителей, пригласили их для того, чтобы торжественно в праздничной обстановке их наградить, ребятишек угостить на Новый год, для того, чтобы у нас год завершился на очень хорошей позитивной ноте. Все работы оценивало компетентное жюри в составе работников культуры, профессиональных журналистов, преподавателей детской художественной школы. Среди участников были как профессионалы своего дела, так и просто любители. Активное участие в конкурсе приняли воспитанники детской школы искусств и художественной школы, детского сада «Аленушка», коррекционной школы, а также дети с ограниченными возможностями здоровья. Многие из участников пробовали свои силы в нескольких направлениях. Одна из них – Фания Привалова, которая стала победительницей в номинации «Проза». «Возвращение домой» у меня рассказ был. Это личный такой рассказ, он такой пережитый, мной, как говорится. Потом это рассказ «Пирамидон» и «Флюгер».
И потом я вот тоже про свои муки творчества вот написала, потому что начала писать я поздно. Пишу я прозу, прозу в основном, такие вот рассказы короткие. И есть желание писать стихи. Но стихи я не знаю, как их назвать. Я их зову нескладушками, мои нескладушки. Лучшими в своих номинациях также признаны Иван Огнев «Поэзия», Юлия Катюшенко и Люция Габасова «Исполнительское мастерство», Гульфия Нугаманова «Живопись», студии моды Центра детского творчества под руководством Ларисы Чурашовой и воспитанники детской художественной школы под руководством Дианы Янтилиной стали победителями в номинации «Народное творчество». Все участники были награждены дипломами, победители получили ценные призы от организаторов. Завершилось мероприятие праздничным концертом. Ирина Оренбургина, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. В стенах 9-го лицея до конца текущего года функционирует выставка «Назад в СССР». Она задумана как напоминание об этом неоднозначном этапе истории. Если старшее поколение при упоминании эпохально значимой аббревиатуры погружается в ностальгию, то для современных детей это абсолютно другой мир, без гаджетов и моральной вседоступности, без рыночной экономики и всевозможного разнообразия продуктов. О чем звучит виниловая пластинка с госзнаком «Сделано в СССР». Смотрите в следующем сюжете. В музейной сфере очки виртуальной реальности с эффектом присутствия и полного погружения были бы очень кстати, но не на выставках подобного формата. Мамины открытки, привезенные из санатория, значок октябренка и пионерский галстук, папин дневник и комсомольский билет, переплет которого будто совсем не коснулось время. Здесь же и бабушкин самовар наперевес с кухонной утварью, и дедушкины партийные документы. И тот самый патефон, который крутил граммопластинки с записями Утесова и иногда украдкой новый винил производства «Мелодия». Несколько локальных экспозиций, собранных на энтузиазме учеников и их родителей, сформировали гармоничный ансамбль той эпохи, которому позавидует любой музей. «Назад в СССР» – так звучит название выставки, развернувшейся в стенах лицея номер 9. Когда нам предложили быть кураторами на выставке, экскурсоводами, я зажглась этой идеей. Мне очень было интересно рассказывать детям о том, чем жили наши родители, об их молодости. Информацию мы брали в интернете, и спрашивали у родителей, чем они занимались. Организацией выставки занимается наша учительница истории обществознания Алена Владимировна. Когда нам сказали, что у нас будет выставка, мы ходили, объявляли детям, чтобы они приносили вещи, какие-то свои у родителей брали, там значки, деньги, и так собрали. Зал с советской атрибутикой разбит на несколько зон, которые отразили повседневную жизнь советского гражданина. Как герой художественного фильма времен коммунизма, посетитель постепенно погружается в атмосферу кооператива и гражданского общества. Причем возраст условного героя неоднозначен. Это то ли школьник, то ли девчонка-комсомолка, или же вовсе отличник производства, на которого равняется целый цех. И всем здесь уютно и все близко. Вот личная коллекция значков, пополняемая по мере развития в партийной структуре, а здесь коньки и футбольный мяч, аккуратно повешенная школьная форма, досуговая и бытовая обстановка с каждым характерным предметом, применение которых современному ребенку может поведать либо сам обладатель, либо толковый словарь. Дети приходят разных возрастов, то есть с 1 по 11 класс, и плюс мы еще планируем провести выставку для взрослых, то есть для родителей. Мы узнаем то, о чем мы не знали. То есть мы приходим домой и рассказываем об этом родителям, они, естественно, тоже улыбаются, смеются и рассказывают нам что-то еще. То есть это история. История вообще семьи, история народа и страны. По словам организаторов, такая выставка очень популярна. Это живой урок истории. Ученики могут сравнить условия жизни, ощутить технический и социальный прогресс. Подобные мероприятия очень важны для детей с клиповым сознанием, которое неизбежно преобладает над аналитическими способностями. И это не проблема современности, а критерий адаптации в условиях активного развития всех сфер жизнедеятельности человека. Нам остается наслаждаться размышлениями о том, как была зелена трава и почему раньше был слаще сахар. Екатерина Марочкина, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. И новости спорта. Отгремели соревнования зонального этапа школьной баскетбольной лиги «Оранжевый мяч», в которой выступают младшие товарищи спортсменов из лиги КС-Баскет. Итоги соревнований в зачет 20-й спартакиады школьников Республики Башкортостан смотрите далее. Городские игры в рамках республиканской спартакиады школьников определили лидеров среди команд муниципальных учебных заведений, которые представили интересы города на финальном турнире зонального этапа среди сборных школьной баскетбольной лиги «Оранжевый мяч», где приняли участие юноши и девушки в возрасте 12-13 лет. На домашней площадке команда Сибая принимала гостей из Белорецка, Учелов, Межгорья и Баймака. Привилегии в том, что первые и вторые места команды, занявшие на этом этапе,
ездят в Уфу на финал. То есть после этого финала у нас проходит в Перми, суперфинал называется, общение, спорт. Что они еще здесь могут получить? Позитив. По итогам двухдневного турнира определены участники финальных республиканских игр. Среди команд за Урале почетного первого места удостоились девушки из гимназии, а юноши с первой школы заняли вторую позицию среди лидеров баскетбольного турнира. Ринат Музафаров, Екатерина Марочкина, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. И это вся информация на сегодня. Впереди выпуск детских новостей на башкирском языке. Оставайтесь с нами.